Подшефной республике город Ровеньки Луганской Народной Республики шаг за шагом восстанавливает жизнедеятельность, во многом благодаря помощи Коми. Сегодня там стартовало обучение начинающих самбистов, для чего в Ровеньки специально по поручению главы Коми выехал председатель Федерации самбо республики Рустам Нурисламов. Наш регион помог подшефному городу и со спортивным инвентарем. Ровеньковские самбисты получили новый ковер для самбо и форму. О таком в Ровеньках Луганской Народной Республики и мечтать не могли. Из подшефного Коми города на Донбассе репортаж Любови Лапиной. Новенький ковер для борьбы уже на положенном ему месте. С самого утра ровеньковский самбист отрабатывает на нем приемы. Есть бедро, есть зацеп, есть боковая подножка, есть внутренний зацеп, есть подсечка. Форма тоже новая, тоже от Коми. Куртки-самбовки, шорты, специальная обувь, самбетки. Вручил их ребятам чемпион Европы, председатель Федерации самбо Республики Коми Рустам Нурисламов. Сегодня для спортсменов Ровеньков настоящий праздник. Последний раз ковер для борьбы обновляли здесь больше 20 лет назад. От него и не осталось-то уже почти ничего. Я вижу, как ребята просто радуются, что у них появился новый ковер, новая форма. То есть это определенный этап для начала развития. Ну и у нас по России, я уже упоминал, начал проект хорошо развиваться за самбо. То есть в этом ключе мы будем дальше работать и сотрудничать со спортсменами Ровеньков. Давно мечтали о таком ковре. Думаю, что после этого у нас результаты будут еще лучше. Пользуются спросом самбо. В Луганской Народной Республике открыли федерацию борьбы самбо. Соревнования проводятся. История развития самбо в Ровеньках началась еще в 50-х годах. На счету местных спортсменов много побед и достижений даже мирового уровня. Сегодня самбисты тоже показывают достойный результат. Илья Кочура – кандидат в мастера спорта по самбо. Его цель – стать чемпионом мира. Сейчас он упорно приближает ее с каждой тренировкой. Нужно тренироваться упорно, прикладывать усилия в тренировке, но в первую очередь дисциплина, я считаю, важна. И внутренний мир должно быть спокойствие всегда, никогда не нужно там нервничать. Более 100 самбистов от 6 лет и старше долгие годы были вынуждены заниматься, мягко говоря, в непростых условиях. Именно поэтому сегодня как никогда важна поддержка теперь уже российского города, который для Коми стал родным. Республика это понимает. Наш регион не только помогает восстанавливать инфраструктуру города, но и уделяет особое внимание не менее важным вопросам – и спорту в их числе. А глава Коми Владимир Уйба держит на личном контроле все вопросы помощи ровенькам. То направление, которое мы задаем, а именно направленность на воспитание подрастающего поколения, это самое главное и востребованное. Так как мы воспитаем молодежь, так мы увидим все старости на свою пенсию. Сотрудничество между Ровеньками и Республикой Коми по линии спорта только начинается. Первый шаг на пути к долгой и плодотворной дружбе сделан. Как глава сказал и глава республики, то есть по многим видам спорта тут будет многие сотрудничество по многим видам спорта будет проходить. Вот и для боксеров будет оборудование закуплено, да, там ринг, там все остальное. То есть это, самое главное, что развитие будет. И главное, чтобы у нас молодежь, она воспитывалась в плане и духовного, физического, и патриотического воспитания. То есть вот в этом ключе и будем работать. Во Дворце культуры имени Горького Рустам Нурисламов провел семинар для повышения квалификации тренеров и судей. А еще председатель Федерации самбо Республики Коми пригласил ровеньковских ребят побороться за Кубок Арктики. Он впервые пройдет в Сыктывкаре. Любовь Лапина, Галина Гончаренко, Вячеслав Пушкарный, телеканал Юрган, Ровеньки, Луганская Народная Республика.